Весной пахнет. Весной пахнет, но прохладно. Ветер могучий еще. Сегодня чуть-чуть теплее вчерашнего дня. Туланчик увидел лыжи, думает, куда-то пойдем. Нет, будем сидеть дома. Да, самоизоляция, блин. Придумали же слово. Ого, шумно я зашел. Шумно зашел в мастерскую. Всем привет, ребят. Я в мастерской своей. И сегодня хочу я показать, как я храню свои охотничьи лыжи в летний сезон, в летний период. Что я делаю с ними. А все очень просто. Все это сейчас вы увидите. Во всех походах у меня, вы видели вот эти лыжи самодельные, сам я делал своими руками из елки. Лыжи не такие, они тяжелые, нормально. Толщина там примерно, наверное, не больше сантиметра, меньше сантиметра. Здесь вот именно вот тут. Тоньше, думаю, не стоит делать. Рано или поздно здесь у вас лопнет, треснет. Самый хороший вариант. Здесь, это, думаю, не интересно. Много раз спрашивали, какая ширина у моих лыж. Ширина, ребята, это 13 сантиметров. Не стандарт я сделал. Обычно у нас в селе делают всегда 12 сантиметров. А я эти лыжи сделал покороче. У меня раньше были лыжи чуть-чуть подлиннее. И эти лыжи покороче сделал для того, чтобы влезали в сани. И чуть-чуть пошире. Но это зря. Можно было и 12 сантиметров стандарт сделать. Но я обычно хожу всегда по целине, где меньше народу ходит. И стандарт делаю для того, чтобы, скажем, 12 сантиметров лыжи прошли охотники. И если уже замерзшь, эти лыжи не замерзшь, то ты уже широким лыжам туда не влезешь. И все вот стараются вот 12, все штампуют, кто как умеет, все штампуют по 12 сантиметров лыжи. А это у меня 13. Тысячу раз показывал, говорил, что здесь у меня камус старенький уже. Надо, конечно, поменять. Но менять пока ничего не стану. Буду еще этим ходить. Сейчас в последнее время я по насту ходил и очень много царапался вот эти борта. Вот смотрите, отшлифовал, конечно, конкретно. Все заусеницы такие вот. Много. Если есть силы в ногах, если ты можешь ходить, эти заусеницы ничего не мешают. Сколько бы ни говорили, что что-то может стопорить, это фигня, короче. Когда ты раз в году выходишь в лес, может и тебе яйца будут мешать, когда ты будешь идти. А если есть силы в ногах, можно бродить. Здесь надо обрезать вот камус немножко, чуть-чуть. Заусеница. Это режу от того, для того, чтобы дальше, скажем, не пошел этот. Вот. Ладно, давайте я займусь делом, что я хотел сделать.
Зимой брал вот эти, или получается уже осенью брал станок для заточки цепей. Мне понравилась, классная штука. И подправлять, прям сейчас у меня цепь как-то в сторону пилил, вот так, косо. Подправил, сейчас четко работает. Так. В принципе, снега у нас еще очень много. Можно ходить и ходить. Нас держит, хорошо держит. Но, знаете, охота закрыта, рыба не ловится. Просто мне жечь бензин уже надоело, куда-либо ездить, ходить. Есть еще варианты, куда можно съездить, ходить, там где рыба ловится и рыбачат. Но там толпа. Там много народу. И я не люблю эту толпу. Не хочу быть там, где куча людей, друг другу завидуют. Не хочу и не буду. Ну вот, смотрите, вот одну лыжу поставил. Все стандарт, много я это знаю. Вторые лыжи поставил. Ровно вставляешь. Вот так. Вот у меня такие штучки. Два бруска. Один вот так наискосок, спиленный, второй прямой. Две веревки вот такой длины. Ну, в принципе, не принципиально. Можно и подлиннее, можно покороче. Так. Туго завязываем. Ну, что возможно, эта веревка уже изношена. Надо поменять веревку, конечно. Жестко привязываем. В следующий раз я эту веревку использовать уже не буду. Все, вот так выглядит. Завязали конкретно. Дальше, ребята, вот берем такой брусок и ставим вот сюда. Смотрите, какая щель получается вот тут. Завязали, вот щель пошла. Вот тут смотрите, какая щель. Вот. И здесь смотрите, какая щель. И это надо также затянуть. О. Видели? Также ровно затянем. Этими лыжами, ребята, я прошел сотни километров. Не меньше. Очень много уже. Охотился с этими лыжами. Для удобства можно, ребята, сделать из придумать из металла такой зажим какой-то. Один раз приварил, сделал, и каждый раз этим будете пользоваться. Веревка это, конечно, чуть-чуть ненадежная, но лично я вот так использую.
принципе, все понятно, я надеюсь. Вот как выглядит все это дело. Вот. Здесь привязали, верхушку привязали, и здесь вот такая щель. Дальше что мы делаем? Дальше, ребята, вот эта безделушка нам понадобится. Немножко даже, ребят, пришлось укоротить. У меня пошире было. Время от времени лыжи выпрямляются, видать. В этом году сильно он выпрямился, потому что была погода сырая, и лыжи мокли, и потом оно мягкое становится. После этого лыжи берут свое родное положение, скажем, или что-то. Ну, одним словом, выпрямляются. Так. Такс. Вот. И здесь еще. Ну, примерно так. Все четко. Ну вот и все, ребят. Смотрите. Здесь прижал. Здесь прорезь. И здесь вот так тоже прижал. Они не выпрямляются. За сезон могут потихоньку, но выпрямиться. И бывает, скажем, пройдет лет 10, если эту палку не поставить, лет 10 пройдет, он постепенно, миллиметр в год хотя бы, но все равно выпрямляется. И приходится даже за это время по-новому загибать. Этот процесс тоже, ну, нормально, так можно сделать. Горячей водой это быстро получается. Вот. И одним словом, вот так я и храню. Вот поставлю где-нибудь, могу здесь оставить, но я занесу в дом, там в сарае поставлю вот так. И будет висеть просто вот так вот висит на двух концах. Ничего с ним не случится. Так что, кто не знал, имейте в виду, как надо хранить лыжи. Ну это, думаю, все знают, это не какой-нибудь секрет. Некоторые охотники вообще после сезона закидывают куда-нибудь и целое лето лежит лыжи, там выпрямляется, загибается. Ухода никакого нету, как и с оружием. Тоже сезон охоты закончился, ружье не чистят, там все их поставили и бухать. Ну, есть такой народ, есть люди такие. А за своими инструментами, я думаю, надо следить. Что с любым инструментом, что с бензопилой надо после работы вычистить, там, что лыжи после охоты надо вот так на баллы поставить, или же с оружием надо чистить после каждой охоты. Ну, люди все мы разные. Кто-то ответственный, кто-то безалаберный, или как там называют. Все, короче, всем пока, ребята, и до новых встреч.